что, мы не можем помолиться, а потом после намаза мы придем все? Так, граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. Прошу за мной в автотранспорте. Я сама лично видела чебурашек, могу вам сказать. Я гуляла с собакой, ко мне подошли двое мужчин, не славянской, скажем так, внешности. Они попросили меня поговорить по телефону, спросили, где они находятся. Люди приехали в фуре, в ящиках с апельсинами, как чебурашка. То есть это поток нелегалов будет просто вах какой. Если они завтра завезут танки, фурах, мы же не видим, что они завозят. Они захватят поселок, и что, мы будем ждать месяц, когда нам разрешат с ними что-то делать? Они уже захватили. Вот это вот как это называется? Какой же там правовой поле? Россия, для русских, только нельзя качать. А ну-ка, давай-ка отсюда. Россия, для русских, людей нельзя качать. Отсюда, Россия, для русских, людей нельзя качать. Председатель правительства лишний раз убедились, что председатель правительства открыт к диалогу, он не боится острых вопросов, он отвечает четко. Вопрос сложный, комплексный, затрагивающий все сферы жизни. Безопасность, демографию, экономику, культуру, социальную. И для наших граждан Российской Федерации, очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока. А это самое главное. Мы, конечно, прежде всего должны думать об интересах граждан Российской Федерации. Но если уж необходим приток мигрантов, то тогда нам нужно выбирать все-таки прежде всего тех, которые именно нужны для развития экономики страны. Күч түзүмдөрүнүн тенденциялары логикалык жактан түшүнүктүү. Эгер согушка аймактардан жетиштүү түрдө адамдар жөнөтүлүп турбаса, анда биринчи кезекте ошол күч органдарында кызмат өтөгөндөр жөнөтүлөт. Ошондуктан алар, эгер азыр мигранттарды жөнөтүшпөсө, согушка өздөрү бара турганын түшүнүп турушат. Ал жакка эч кимдин баргысы келбейт. Ошондуктан мигранттардын өз укуктарын билбегенинен пайдаланып жатышат. Бул маселени чечүүнүн эң оңой жолу. Вот это ужесточение обращения с мигрантами, но не только с мигрантами, вообще в принципе со всеми людьми, которые находятся на периферии российского общества, это социальный запрос, который является следствием политики российского государства, которое в течение долгих лет очень стимулировало, вызывало, да, провоцировало эту рознь и национальную ненависть к людям, которые немножко отличаются от